Второй день первенства, 49 участников в 5 весовых категориях. Первыми выходят спортсмены весом 77 килограмм. Упражнения рывок, старт, тяга, подрыв, затем подсев, подъем и фиксация. На выполнение упражнений каждому участнику дается 3 попытки. 105 килограмм, спортсмен из Чеченской Республики. Абубакар Шисов в силовом виде спорта всего 2 года, тем не менее, это уже вторые соревнования для тяжелоатлета. На республиканском чемпионате он занял 1-е место в своей весовой категории. Это первые соревнования такого масштаба у меня. Я попробую сделать все, что в моих силах. Азамат Джапуев выжимает 120 килограмм. Чтобы стать мастером спорта, понадобилось 6 лет изнурительных тренировок. Заниматься гиревым спортом Азамат начал 10 лет назад, когда пришел на соревнования штангистов. Тот день определил его дальнейшую карьеру. Заветное желание каждого спортсмена – это первая ступень пьедестала мирового чемпионата. Но чтобы достичь этой цели, необходимо преодолеть массу трудностей. Побеждать не только на соревнованиях, но и каждый день самого себя. Успех штангиста в первую очередь зависит от его тренера. Самое главное – это дисциплина и терпение. Тяжелая атлетика – олимпийский вид спорта, в основе которого лежит поднятие штанги над головой. Упражнение «толчок». Оно состоит из 2 раздельных движений. Спортсмен отрывает штангу от пола и поднимает ее на грудь. Затем полуприсев, резким движением поднимает штангу на прямые руки. Дени Датиев выступает за Ингушетию. 140 килограмм спортсмен взял легко. После небольшого перерыва вес 145. Пока готовится Датиев, свою силу демонстрирует атлет из Кабардино-Балкарии. 150 упражнений «толчок». И 3-й финалист весовой категории 77 килограмм. Мастер спорта Сармот Гигалоев. Прекрасная организация. Спасибо судьям, участникам и тренерам, которые так серьезно отнеслись к данному мероприятию. Хочется подчеркнуть и назвать отца нашей тяжелой атлетики чечено-ингушской еще при СССР Кадзоева Ибрагима Абибулатовича, который прекрасно организовал это мероприятие. И все соответствует стандартам нашей тяжелой атлетики. И спортсмены очень хорошо подготовлены, несмотря на то, что впервые проводится Северо-Кавказский округ Республики Ингушетия. На соревнованиях присутствовал и глава региона Юнусбек Евкуров. Отметил, что сегодня в регионе уделяется пристальное внимание всем видам спорта. В ближайшей перспективе у нас появятся свои чемпионы. В том числе и округа, и в целом Российской Федерации, Европы, мира и так далее. К этому надо стремиться, тем более нашим тяжелоатлетам есть главный ориентир. У нас первый олимпийский чемпион именно был по тяжелой атлетике. Исраил Арштамаков, он здесь присутствует у нас. И ориентир это самое главное, поэтому надо ориентироваться на него. В отличие от других силовых видов спорта, в тяжелой атлетике важны не только силовые показатели, но и гибкость, скорость и координация. Дени Датиев занимается тяжелой атлетикой 6 лет. Сумма двоеборья 290 килограмм. С таким результатом стал мастером спорта, а сегодня претендует на путевку чемпионата России. 3-й подход к штанге, неудачная попытка поднятия более 150 килограмм. Наш спортсмен в итоге 3-й. В рывке я поздно начал разминаться, не успел толком размяться. За 8 подходов до начала моего первого подхода я только начал разминаться. Из-за этого толком не успел что-либо сделать. Из-за этого я был остывший более-менее. Готовился в Москве довольно-таки хорошо подошли. Вес был очень хороший, поднабрал. Выступление можно считать удачным, на самом деле новый рекорд для себя поставил. В рывке чуть-чуть подвел он нас, но ничего, в следующий раз мы исправимся и выступим более достойно. Вторым стал представитель Кабардино-Балкарии, но от 1-е место занял спортсмен из Северной Осетии. Готовился усердно, занимался, двойные тренировки в день. Все равно выиграл, но выступлением недоволен своим. Поднял мало, хотел намного больше. Соперники были достойные. Килограмм рубились. Так сказать, что я с большим отрывом выиграл, я не могу. Победителям первенства нельзя расслабляться. Небольшой отдых, а далее подготовка к чемпионату России, который пройдет уже этой весной. Руслан Албгачиев, Рахман Цуров, Новости 24.